Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока жил якутский Дед Мороз. Якутия – зима преданий и легенд. Холод занимает важнейшее место в мировоззрении народа Саха. Во всех жанрах фольклора – героическом эпосе Алонхо, сказках, преданиях, легендах и мифах – описываются зима и холод. Противопоставляются тепло и холод, зима и лето, жизнь и смерть. В мифологическом представлении традиционный календарь связан с хозяйственной жизнью людей. Новый год у якутов начинается с пробуждения природы весной. В фольклоре образ зимы воспринимался в виде громадного мифического быка с огромными рогами. Когда этот бык обходил просторы якутской земли, все в природе застывало. Люди и животные страдали от стужи. К концу января зима достигала своей вершины. За день перед концом января с юга прилетал могучий орел, дитя теплого неба. Он скребал снег со своего гнезда и издавал звонкий клекот. От орлиного клекота дух зимы отступал. У него поочередно ломались рога, а затем к весне отваливалась и голова. Ледоход, чудовище быка зимы, плывет вниз по реке Лени в ледовитый океан. Многие ошибочно путают Чингисхан с якутским Джилом. На самом деле Чингисхан – властелин холода. Это современное воплощение якутского мифологического образа быка зимы. По якутским преданиям, бык зимы ежегодно осенью выходит из Северного Ледовитого океана и несет с собой холод. Весной, в первый Афанасьев день, у него ломается один рог, а ко второму Афанасьеву дню второй. Затем сваливается голова, а с ледоходом его туша отправляется обратно в океан. Жил якутский Дед Мороз. Это добрый волшебник из Якутии, страны великих магов и шаманов, умных и добродушных людей. У Джила большое семейство. Жена Кгынхотун, госпожа Зима, ведает зимним временем, холодна и властна, имеет довольно крутой нрав. Они имеют 3 дочерей, внука и внучку. Сасчана, веснянка, старшая дочь, ведает весенним временем. Красиво, немножко легкомысленно. Она без мужа родила девочку, которую все знают под именем Харчана. Саина, леточка, средняя дочь, управляет летним временем. Работяга, чуть суетлива. Она не только любит и ценит красоту природы Срединного мира, но и создает эту красоту. Саина замужем за Громом и родила любимого внука Джила Тылчана. Кюгюней, Осенюшка, младшая дочь, ведает осенним временем. Очень хозяйственная, богатая и щедрая. Осеннее изобилие урожая культурных и диких растений
Это результат ее труда. Внуки. Карчана, Снегурочка, дочь Сащаны, любимица детей. Как и русская Снегурочка, боится тепла, поэтому в Срединном мире она бывает только тогда, когда есть снег. Празднование Нового года без ее участия не проходит. Любит раздавать детям подарки, поэтому она незаменимая помощница деду в новогодние дни. Тылчана, ветерок, сын Саины и Грома. Очень шустрый озорник. Нет места на земле, где бы он ни побывал. Его появление сопровождается свежим ветерком. Любой человек может вызвать Тылчана. Для этого всего-навсего нужно тихо свистнуть, и он тут как тут начнет вас обнимать, обмахивать, трепать за волосы. Его услугами многие пользуются в летние жаркие дни. Любимый внук помогает своему деду распространять почту, подарки и обеспечивает его информацией. Основной помощник Эгеджилу – это, конечно, Сыл, год, который спускается на Срединный мир с Плеяд. Он работает ровно круглый год и улетает обратно, а за его место в следующий год спускается другой. Сыл не имеет имени, и каждому сылу присваивается цифровой код, например, 2019 год, 2020 год и так далее. Под руководством года и дочерей Эгеджила в Срединном мире вахтовым методом работают 12 месяцев, которые приглашаются с Луны. Их имена известны любому. Это январь, февраль, март и так далее. Мать их Уйкыга, родом из Срединного мира. Когда-то она, сирота, оборванная, голодная, в отчаянии просила Луну взять ее к себе. Жалившись, Луна исполнила ее желание. В скором времени она там превратилась в обворожительную красавицу, и в нее влюбился старший сын Луны, и они поженились. Она родила 12 детей, поэтому каждый год месяцы с удовольствием спускается на родину своей матери и добросовестно работает. Единственное богатство у Эгеджила – это его знаменитый бык. Быка Эгеджила называют быком зимы или быком мороза. Все жители Срединного мира знают, что с ростом его великолепных рогов начинаются знаменитые якутские морозы, а когда они ломаются, морозы идут на спад и наступают теплые дни. Вот какой у нас якутский Дед Мороз Эгеджил. На этом я заканчиваю урок. До свидания, до следующих встреч.